Добрый вечер, в студии Валет Генаев. Мы снова в эфире, а это значит, что в течение ближайшего часа, как и обычно, вас ждут краткий обзор событий минувшей недели, сюжеты о наиболее значимых информационных поводах, последний обзор ЧНЭТ новостей и инспекция ключевых событий июня в истории Чеченской Республики. Все это сверстано из репортажей и материалов наших корреспондентов. На этой неделе в обойме событий открытие в Грозном всемирно известного ресторана быстрого питания «Макдональдс», известие о том, что до конца года Грозный закатают в асфальт, тотальная проверка уровня знаний студентов и преподавателей коммерческих вузов республики и многое другое. Кроме того, как и обычно, обзор новостей виртуального мира, календарь событий августа в истории Чеченской Республики и в конце программы история удивительной судьбы первого профессионального художника из чеченцев Петра Захарова. И в заключении с завидным постоянством напоминаем, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Сегодня в программе. Рамзан Кадыров призвал активизировать работу в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В Грозном откроется всемирно известный ресторан быстрого питания «Макдональдс». Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Кто сегодня скрывается в лесах и горах Кавказа, нанося подлые удары в спину, подрывая процесс мирного становления, отнимая жизни наших родных и близких? Об этом и не только. Тагир Салаханов в рубрике «Дайджест недели». Общественная палата Российской Федерации предлагает последовать примеру Чеченской Республики. Путин поможет журналистам в освещении процесса развития Чеченской Республики. В ближайшее время в нашем регионе начнет работать третий национальный оператор сотовой связи. Обо всем об этом в рубрике ЧНЭТ-Инфо. Чеченская Республика должна в полной мере подготовиться к приданию аэропорту Грозный статуса международного. Об этом на Медне на встрече с председателем правительства заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Не значит ли это, что свершилось? Об этом и многом другом размышляет Магомед Нухаев. Сверимся по времени и проинспектируем события августа в чеченской истории. Хронология памятных дат августа в зеркале времени и в нашей постоянной рубрике «Хронограф-Инфо». Тоска по далекой и почти забытой родине сильно угнетала его. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, наш топ из 10 наиболее ярких событий недели. На этой неделе в десятку новостей попали призыв Рамзана Кадырова активизировать работу в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, открытие в Грозном всемирно известного ресторана быстрого питания «Макдональдс», законопроект о компенсации ущерба, нанесенного гражданам в результате проведения контртеррористических операций и многое-многое другое. Рустам Мугаев с обзором событий минувших 7 дней. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал лидеров молодежных организаций активизировать работу в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Об этом президент заявил на встрече с председателем Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи Нуридом Бархаджиевым и участниками образовательного форума «Селигер-2009». По словам Кадырова, сегодня в республике созданы все необходимые условия для самореализации подрастающего поколения. Каждому молодому человеку дается возможность проявить свой талант и патриотизм. Глава региона пообещал и впредь оказывать молодежным организациям и движениям всю необходимую помощь и поддержку в реализации молодежной политики. Кадыров призвал молодежных лидеров разрабатывать новые проекты, реализация которых может принести реальную пользу для нашей республики. 20 августа планируется завершить основную часть подготовительных работ для придания аэропорту Грозный международного статуса и открытия при нем таможенного поста. Об этом в начале недели на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов. Глава правительства отметил, что на сегодняшний день 80% необходимого оборудования для полноценной работы аэропорта в новом статусе уже установлено, а оставшееся будет поставлено в ближайшие дни. По словам Байсултанова, теперь дело остается за постановлением правительства Российской Федерации о придании аэропорту Грозный международного статуса. Кроме этого, премьер сообщил, что после реорганизации Грозненский аэропорт вышел на уровень самоокупаемости. Аэропорт Грозный получил возможность стать международным несколько месяцев назад, после отмены в республике режима контртеррористической операции. Минувшее воскресенье в 40 метрах от входа в здание Государственного концертно-театрального зала Грозного террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли 6 человек, 4 получили ранения. Среди погибших сотрудники МВД Республики и 2 строителя, граждане Турции и Грузии. Мощность взрыва составила до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Террористом-смертником оказался уроженец города Аргуна Рустам Мухадиев, 1988 года рождения. Установлено, что к теракту Мухадиева готовил идеолог террористов Александр Тихомиров, известный также как Саид Бурятский. После теракта президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что группа, в которую входил смертник, должна быть незамедлительно уничтожена. Он также потребовал от правоохранительных органов максимально усилить работу по выявлению террористов. В ближайшее время в столице Чеченской Республики откроется всемирно известный ресторан быстрого питания «Макдональдс». Переговоры о его открытии проводятся между президентом Московского индустриального банка Абубакаром Арсамаковым и президентом компании «Макдональдс» в России и Восточной Европе Хамзатом Хасбулатовым. Таким образом, в Грозном вскоре может открыться 223-й ресторан Рональда Макдональда в России. Об этом в среду сообщил Абубакар Арсамаков в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. Помимо этого, в Грозном планируется открыть также филиал Московского индустриального банка, региональное отделение которого успешно функционирует в 25 субъектах России. По словам президента банка Абубакара Арсамакова, подобные вложения банка в развитие региона далеко не первый. Банк уже несколько лет успешно реализует в республике ряд социальных проектов. Минюст России разработал законопроект о компенсации ущерба, нанесенного гражданам в результате проведения контртеррористических операций. Об этом сообщил во вторник в Москве глава ведомства Александр Коновалов. По его словам, размер компенсации будет соответствовать европейским стандартам. Коновалов отметил, что законопроект в первую очередь касается граждан, которые пострадали в ходе контртеррористических операций в Чеченской Республике в 90-е и начале 2000-х годов. Как отметил глава Минюста России, законопроект имеет целью создания внутреннего национального механизма защиты прав и законных интересов граждан по проблемам, по которым в последние годы наиболее часто обращаются в Европейский суд. Детско-юношеский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» открыт в рамках реализации республиканской целевой программы «Профилактика безнадежности и правонарушения 2009-2012 годы» при поддержке Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи совместно с Министерством внутренних дел Чеченской Республики, Управлением Федеральной службы наркоконтроля Российской Федерации по Чеченской Республике и Военным комиссариатом Республики. Открытие лагеря позволяет привлечь подростков из групп социального риска к активному образу жизни, направленному на патриотическое воспитание и формирование у них навыков успешного разрешения жизненных трудностей. На предварительном этапе уже сформированы 5 отрядов, состоящих из 2-3 групп по 10 человек. Это подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Отличившиеся ребята будут сняты с учета и войдут в состав подразделения «Юные друзья милиции». 1 сентября студенты Чеченского государственного университета, Чеченского государственного педагогического института и Грозненского государственного нефтяного института отправятся для прохождения учебы в Германию. Обучение студентов в немецких вузах пройдет в рамках стипендиальной программы, проводимой правительством Чеченской Республики и Германской службы академических обменов. По словам проекта Чеченского государственного университета по внешним и международным связям Шавади Арсалиева, в настоящее время ведутся языковые курсы по немецкому языку для участников программы. Планируется, что в Германию отправятся 2 группы из 40 человек. Чеченские студенты будут обучаться в Лейпциге и Марбурге. Кроме того, в этом году еще 50 студентов отправятся на обучение в Великобританию. Подготовка студентов в Англии будет проходить под патронажем 2 международных учебных организаций – Study Group и INTO. Студенты в основном будут изучать естественные науки и медицину. Их обучение займет 5 лет. Городские власти намерены до конца года заасфальтировать все дороги в городе Грозно. В общей сложности планируется восстановить и отремонтировать 27 улиц и въездную дорогу в один из пригородов. В настоящий момент уже завершены работы на 6 улицах и въездной дороге в поселок Кирово. По словам начальника строительного отдела администрации Грозного Руслана Исупова, капитальный ремонт и реконструкция дорог позволят обеспечить разгрузку потока автотранспорта на центральных улицах столицы, увеличат пропускную способность транспортного потока и улучшат безопасность пешеходов. Протяженность восстанавливаемых дорог превышает 23 километра, общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. В работе задействованы десятки рабочих и специализированная дорожная техника. Асфальт укладывается в 2 слоя с соблюдением всех необходимых технологий и стандартов. В понедельник на заседании правительства Чеченской Республики утверждена республиканская адресная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2014 годы, которую представило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики. Главная задача программы – сохранение и улучшение здоровья населения Республики путем обеспечения безопасной, экологически чистой питьевой воды. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Абуса Гаипова, программа предусматривает установку локальных систем коллективного пользования, водоочистки и ультрафиолетовому обеззараживанию питьевой воды на объектах образования, медицинских учреждений и многоквартирных домах.
Реализация программы будет осуществлена посредством софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. При этом доля финансирования за счет средств федерального бюджета составляет более 1 миллиарда рублей, из республиканского бюджета около 750 миллионов рублей. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил министру образования и науки Республики Анзору Музаеву провести полную проверку уровня знаний студентов и преподавателей коммерческих вузов республики. По словам Рамзана Кадырова, некоторые из коммерческих вузов не ведут обучение учащихся должным образом и выдают диплом без необходимых знаний будущему молодому специалисту. Министру образования президент поручил провести анализ учебной подготовки и степени получаемых знаний студентов в таких вузах и по итогам представить список тех, кто осуществляет процесс обучения не на должном уровне. Кроме этого, глава региона предписал уделять повышенное внимание вопросу наличия медицинских справок о состоянии здоровья у абитуриентов и студентов вузов. Они называют себя воинами Аллаха, борцами за свободу и шахидами, но ни одно из этих высоких имен не применимо к ним. Убийство мусульманина не может быть оправдано ничем, и тем более не имеют права называть себя мусульманами те, кто убивают мусульман. Сегодня доживающие свой последний час ваххабиты время от времени наносят предательские удары. Подрыв смертников перед зданием МВД на площади перед театрально-концертным залом – это агония обреченных. Кто сегодня скрывается в лесах и горах Кавказа, нанося подлые удары в спину, подрывая процесс мирного становления, отнимая жизни наших родных и близких? Об этом и не только. Тагир Салаханов в рубрике «Дайджест недели». За последние 2-3 месяца ваххабистское подполье произвело несколько террористических актов на территории столицы республики, в результате которых погибли и ранены десятки наших граждан. Уже в который раз ваххабиты обнаружили свое истинное лицо, подрывая смертников в самых людных местах, где проводят свой досуг граждане – старики, женщины, дети. Кроме того, ваххабиты произвели несколько атак на подразделения правоохранительных структур республики и подразделения вооруженных сил. Эскалация насилия со стороны религиозных экстремистов привела ко вполне закономерной ответной реакции. После подрыва террориста-смертника на проспекте Исаева в тот же день на пятничной молитве президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал четко понять, что время увещеваний и уступок прошло. Отныне всех сторонников ваххабизма будут уничтожать. والله از deeltje aan doe je boze zo meisje dan wist gewas en dan afwärts hoe meisje als aan والله al als deeltje aan weet je wat bist tun حاجه nog zo uur mogen dat is je wel taanjol zeg ik het bes is het ابو بس تبع والله از deeltje aan weet je كده ساعات ايش بس ادالين بس واخوجين شو ده البوس عبش ونص بابتن بس كده هو شو عدونه ديل دين شريعه طريقه ديل بوسل نابو هو شو عدونه هو مخ ديبو. История чеченского народа – это череда бесчисленных испытаний. Волей Всевышнего чеченцы стали мерилом всех возможных бед, которые только выпадают на долю человека. И они же демонстрируют всему миру примеры беспрецедентного мужества, воли к жизни и созидательному труду. За последние 15-20 лет на нашу долю выпало столько, что любому другому народу хватило бы и на 200 лет. Благодаря милосердию Аллаха мы выстояли в первой жестокой и бесчеловечной войне. Когда уже были все предпосылки для становления и развития общества, предатели ислама и чеченского народа навязали нам новую, еще более жестокую и кровавую войну. Рейд банд ваххабитов на села братского Дагестана привел к тому, что на Чеченскую республику обрушилась вся мощь одного из сильнейших государств мира России. Иначе не могло и быть. Любая страна мира будет отстаивать свою целостность. Главный расчет ваххабитов оправдался. Российская армия начала активные боевые действия против Чеченской республики, а все чеченцы были объявлены бандитами и террористами. Страшный сценарий врагов России и чеченского народа начал реализовываться. Каждый день жертвами этой жестокой бойни становились сотни человек. Наверное, так продолжалось бы и по сей день, если бы один человек не выступил против всего происходящего. Его голос звучал аргументированно и громко. Это был Ахмад Хаджи Кадыров. Сразу же по окончании Первой войны он выступил против ваххабизма, тогда еще только набиравшего силу. Но политическое руководство республики того времени, запуганное ваххабитами, объявило Ахмад Хаджи врагом народа и провокатором. Тем не менее, он остался до конца верным однажды выбранному пути и продолжал обличать истинную сущность ваххабизма. о выселении всех иностранцев во главе с Хадабом, издать второй указ, запретить ваххабизм на территории Чечни. Третий указ, разжаловать Басара Шамиля.
В 2000 году, будучи главой Временной администрации Чеченской Республики, он сумел донести до руководства страны в лице Владимира Владимировича Путина тот факт, что ваххабиты, развязавшие войну чеченскому народу, враги не меньше, нежели России. Эти два великих человека поверили друг другу. И с этого момента ваххабизм на чеченской земле начал катиться к своему закату. Сегодня, доживающие свой последний час ваххабиты, время от времени наносят предательские удары. Подрыв смертников перед зданием МВД и на площади перед театрально-концертным залом – это агония обреченных. Это свидетельство того, что ваххабиты не мусульмане, не воины Аллаха и даже не люди. Скрывающиеся в лесу Докко Умары, Саид Бурятский и прочая мерзость будет уничтожена в ближайшее время. Понимая это, они сейчас прикладывают все усилия к тому, чтобы завербовать в свои ряды как можно больше молодежи. Учитывая то, что молодое поколение подсознательно тянется ко всему чистому и возвышенному, они, к сожалению, продолжают попадаться на психологические удочки ваххабитов. Сегодня мы видим этих людей. Если сегодня в мире их показывают с какими-то зелеными лентами, с какими-то надписями, взятыми из Корана, или же именами Аллаха, и люди думают, что это мусульмане. Да нет, это не мусульмане. Сегодня, как мусульманин, как верующий человек, я заявляю, что эти люди, они не мусульмане. Они специально участвуют в этих ролях, выступая как мусульмане. Этим они извращают религию, этим они изнутри, как говорится, разрушают, изнутри уничтожают нашу религию. Они называют себя воинами Аллаха, борцами за свободу, шахидами. Ни одно из этих высоких имен не применимо к ним. Убийство мусульманина не может быть оправдано ничем. И тем более не имеют права называть себя мусульманами те, кто убивают мусульман. Это не действие мусульман, и не действие, и не идеология ислама. Это наоборот то, что является запрещенным в исламе. Эти люди, то, что вытворяют, эти действия, которые они делают, эти террористические акты, где бы то они это не совершали на этой земле, это все направлено для того, чтобы у людей появилось мнение, или же создалось мнение антиисламское. Эти люди выступают под знаменем ислама, названием в кавычках, и показывают эти действия всему миру, этими же действиями отвращая от общества, от ислама внимание. Просто чтобы люди боялись, когда слышали это слово «ислам» или же «мусульманина», чтобы люди боялись. В этой связи следует отметить, что руководство Российской Федерации оказывает президенту Чеченской Республики всемирную поддержку в борьбе с ваххабизмом. Надеюсь, что эта работа будет, как и велась вами, и им вестись в прежнем, а даже сейчас в усиленном режиме, потому что не так давно вы проводили целый ряд операций, которые принесли результат. Я считаю, что эта работа должна быть продолжена для того, чтобы те, кто такого рода действия совершает, понимали, что ответ будет прямой и жестокий. Для МВД России борьба с религиозным экстремизмом на Северном Кавказе стоит в ряду приоритетных задач. Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев при посещении раненых сотрудников чеченской милиции в Москве в госпитале имени Бурденко. Именно мужество и героизм наших сотрудников, которые каждодневно не только в Северокавказском регионе выполняют свой служебный долг, это лишь еще подтверждение тому, что мы служим закону, мы служим народу, мы служим обеспечению законных прав и интересов наших граждан. Кто сегодня скрывается в лесах и горах Кавказа, нанося подлые удары в спину, подрывая процесс мирного восстановления, отнимая жизни наших родных и близких, сами поставили себя вне закона. Они противопоставили себя Конституции, нормам общественной морали и собственному народу. Никогда в истории не было случая, чтобы человек, предавший собственный народ и свою веру, выходил победителем. Так будет и на этот раз. Я бузал сан олича, я нохчичу сан олича, сами анадолич, саат и алуевич, алшу хьюцевуш, зулум дукис. Сахи алшу зулум дархам, лешло зулум дуис. Садала стагвирди, она бузал кайда, хавен масан хушдус, она садала кайлин хлебиш хуис, шарах алгизлирш. Да, кайда сум хуш, да, хоса гу. Идусь дас айлам на вандуш, а ивьем гуштик. А ивьем гуш на халм гиндис. Халим кайлю.
минуя хочешь. Наша республика преодолела все тяготы войны и во главе с президентом Рамзаном Кадыровым вступила в фазу устойчивого социально-экономического развития. Не осталось ни одной сферы общественной, политической и социальной составляющей жизни республики, которая не коснулся бы процесс позитивных преобразований. Сегодня Чеченская республика демонстрирует всему миру примеры межнационального согласия, мирного строительства и заботы о жизни и здоровье каждого гражданина. Все проживающие в республике граждане имеют равные права и возможности, независимо от религии или вероисповедания. Для свободного проживания наша территория, Чеченская республика, абсолютно самодостаточна. У чеченцев всегда было приветствие слова «марш воин», «марш воин». Для этих ключевых, священных для чеченцев моментов наша республика самодостаточна. Марш вара, так марш вара для народа и для тех гостей, которые будут приходить, уходить из Чеченской республики и в Чеченскую республику приезжать. В республику возвращается все больше людей, вынужденно покинувших ее в годы лихолетия. Облик наших городов и сел с каждым днем изменяется в лучшую сторону. На фоне всего этого потуги ваххабитов навязать нам чуждую и богопротивную идеологию, попытки поставить чеченский народ в кабальную зависимость от иноземных господ будут жестоко подавляться. У ваххабизма нет будущего на великой земле Кавказа. И залогом тому круглосуточные спецоперации правоохранительных структур как в нашей республике, так и в республиках Ингушетия и Дагестан. Бандиты загнаны в петлю, и скоро она затянется намертво. Чеченская республика во всемирной паутине. Есть там все-таки и наш сегмент. Интересно, а что говорит о нас сеть и о чем в ней говорим мы? На минувшей неделе сеть говорила о том, что Общественная палата Российской Федерации предлагает последовать примеру Чеченской республики по ограничению продажи спиртного. Что Путин поможет журналистам в освещении событий развития Чеченской республики, о том, что в ближайшее время у нас начнет работать третий национальный оператор сотовой связи – МТС. Обо всем об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Ченет-Инфо». Практически всю неделю в интернет-паутине обсуждалась новость о том, что глава правительства так называемой Ичкерии Ахмед Закаев заявил, что начиная с 1 августа силы сопротивления прекращают вооруженные действия в Чеченской республике. Такое решение было принято на заседании парламента и правительства Ичкерии по итогам переговоров Закаева с представителем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым. «Я очень надеюсь, что с этого дня чеченцы больше никогда не будут стрелять друг в друга», заметил он. Абдурахманов со своей стороны заявил, что достигнутые на переговорах результаты соответствуют программе президента Рамзана Кадырова по возрождению республики. Напомним, что духовные переговоры Закаева с Абдурахмановым прошли в Осло и завершились в пятницу 24 июля. Накануне в интервью с русской службой BBC Закаев заявил, что признает легитимность нынешних властей Чечни и готов сотрудничать с ними. Общественная палата Российской Федерации предлагает последовать примеру Чеченской республики по ограничению продажи спиртного. Об этом на этой неделе заявил ряд отечественных сетевых изданий. Так, по словам сетевиков, комиссия Общественной палаты России по социальной и демографической политике представила специальный доклад о злоупотреблении алкоголем в стране, социально-экономических последствиях этого недуга и мерах борьбы с ним. В документе приведены некоторые результаты исследования проблемы. Так, например, на начало текущего года, по данным Минздравсоцразвития, уровень потребления чистого алкоголя на душу населения в стране составляет 18 литров на человека. При этом расчетные данные включают в себя стариков и младенцев. Ежегодная убыль населения от последствий употребления спиртного составляет более 700 тысяч человек. Намеченные в докладе пути борьбы с проблемой, которая ведется к вырождению нации. Это прежде всего морально-нравственное воспитание, по примеру Чеченской республики, ограничение в продаже спиртного. Премьер-министр Владимир Путин в ходе поездки на озеро Селигер в Тверской области пообещал поддержать проект под названием «Поезд без брони», который поможет стране побольше узнать об успехах развития Чеченской республики. Как сообщают сетевые издания, руководитель этого проекта, который действует в рамках Селигер-2009, рассказал о сути идеи, сообщив, что предполагается отправить в республику поезд с командой из 100 журналистов из всех регионов страны. В Чечне все хорошо, но пока никто не знает, что республика переживает уже не этап возрождения,
время, а этап развития, и у местных жителей есть страстное желание все об этом рассказать, сказал руководитель проекта. Мы сажаем 100 молодых журналистов со свежим взглядом, везем их в Чечню, и они, получив информацию из первых рук, смогут рассказать о республике в своих статьях, телерепортажах, книгах. И вся Россия узнает о новой, реально существующей сейчас республике, сказал собеседник премьера. В Панкисском ущелье в Грузии, около границы с Чеченской республикой, находится около 40 боевиков, которые здесь собрались для переброски в Чеченскую республику Ингушетию, заявил на ряде сетевых ресурсов во вторник председатель конференции кавказских народов Заал Касришвили. Касрилишвили ссылается на данные внутренней службы безопасности конфедерации и на информацию своих сторонников из Европы, Азии и Северного Кавказа. Напомним, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что из Грузии и в Чеченскую республику перебрасываются члены незаконно вооруженных формирований. Так, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник милиции Аркадий Еделев на коллегии МВД в Северной Осетии сообщил, что МВД Российской Федерации проверяет информацию, согласно которой под чужим флагом одной из стран СНГ в Грузию переброшены 60 боевиков для дальнейшей переправки на Северный Кавказ, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как сообщает электронный ресурс Коми Онлайн, председатель мусульманской общины Нур имам Хатиб Фарид Хаджи Ибрагим заявил о том, что мусульмане Сыктывкара в сообществе с национально-культурными автономиями азербайджанцев и татар приступили к сбору средств на возрождение первой столицы Коми мечети. Сообщается, что идея построить в Сыктывкаре мечеть появилась у мусульман республики еще в 2000 году. По словам имама, строительство мечети обойдется примерно в 35 миллионов рублей. У проживающих в Коми мусульман просто нет таких денег. Мы, конечно, соберем немного средств, но в основном рассчитываем на помощь извне. Мы направили послание президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. По словам имама Фарид Хаджи, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджудин также обещал помощь от египетского бизнесмена. В ближайшее время в Чеченской республике начнет работать третий национальный оператор сотовой связи МТС. Об этом сообщает интернет-ресурс информационного агентства «Грозный информ». По словам авторов публикаций, в Грозном уже установлен центральный коммуникатор и 12 базовых станций. Ведется работа по становлению сети МТС в масштабах всей республики. Одной из главных задач министерства является создание здоровой конкуренции на рынке услуг связи. Несколько лет назад в республике работал только один сотовый оператор «Мегафон», который установил здесь самые высокие тарифы. За минуту разговора внутри сети абонент платил 8 рублей. К тому же входящие также были платными. С приходом еще одного оператора «Билайн» ситуация изменилась в корне. Сейчас тариф снижен до 1,5 рублей, сказал сетевикам заместитель министра транспорта и связи Чечни Алхазур Агалаев. Музыкант и бывший лидер группы Genesis Питер Гэбриэл в ходе музыкального фестиваля Woman в Англии почтил память чеченской правозащитницы и журналистки Натальи Стемировой, убитой в Грозном 15 июля. Об этом сообщает BBC News. По словам издания, Гэбриэл исполнил в честь Истемировой свою песню «Бико», написанную южноафриканским борцом с апартеидом Стиве Бико, который в 1977 году скончался от ранений, полученных в полицейском участке. Во время исполнения песни фотография убитой транслировалась на гигантский экран над сценой фестиваля. Музыкант отметил, что Истемирова помогала созданной им правозащитной организации Witness снять 2 документальных фильма. Это фильм «Плачущее солнце» о жизни беженцев из горных сел Чеченской республики. Сообщается, что правозащитная организация Питера Гэбриэла ставит своей целью научить людей сообщать о нарушении прав человека с помощью средств видеозаписи и интернета. Братья Исмаил и Джабраил Мисирхановы из чеченской столицы Асиновской превратили Волгу в вездеход и верят, что их идея станет полезной для жителей российских сел. Как пишет интернет-версия российской газеты, братьям удалось зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, и теперь они надеются принять участие в ралли «Шелковый путь-2009». Мы живем в сельской местности и занимаемся фермерским хозяйством. Зачастую в наших условиях то погода, то состояние проселочных дорог не позволяет поехать по улицам на легковой машине без полного привода, рассказал Исмаил Мисирханов.
Поэтому и появилась идея сделать из «Волги» вездеход. Братья взяли раму от автомобиля УАЗ-469, удлинили ее до нужных размеров и подогнали под нее кузов «Волги», предварительно установив капот и передний бампер. Конструкторы добавили еще гидроусилитель руля и внесли в автомобиль ряд принципиальных конструктивных изменений. В результате получилась машина, сочетающая в себе комфорт, практичность и невиданную ни на одном из российских автомобилей этого класса повышенную проходимость. Брестскую крепость обороняли сотни уроженцев Чечни, имена которых преданы забвению. О факте участия более 300 юношей из Чечено-Ингушетии в обороне знаменитой крепости рассказывает редакционная статья интернет-издания «Ислам.ру». Мужественное сражение чеченцев в Бресте советская власть долгие годы замалчивала. Депортированный народ не мог быть героическим, поэтому сотни погибших в стенах непокоренной крепости были признаны без вести пропавшими. Недавно на встрече с участниками форума «Россия на рубеже веков. Надежды и реалии» Владимир Путин сказал: «Немногие знают, что примерно 1/3 защитников Брестской крепости составляет из чеченцев. Это признание стало откровением не только для отечественных журналистов, но и для иностранных гостей, принимавших участие в работе форума». Как рассказывает автор материала, факт массового участия чеченцев в защите знаменитой крепости повредился случайно, когда недавно среди полуистлевших и выцвевших бумаг архива сотрудники музея наткнулись на документы с именами 188 уроженцев из Чеченской Республики. Следующая страничка нашего тележурнала, как и обычно, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. Чеченская республика должна в полной мере подготовиться к приданию аэропорта Грозный статуса международного. Об этом на Медне на встрече с председателем правительства Одессом Байсултановым заявил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. В ходе встречи глава республики подчеркнул, что в этом с федеральным центром достигнуты определенные договоренности и принципиальное решение уже согласовано с Москвой. В свою очередь председатель правительства доложил, что уже к 20 августа в аэропорту планируется завершить основную часть подготовительных работ. Не значит ли это, что свершилось? Об этом и многом другом размышляет Магомед Нухаев. 16 апреля текущего года по поручению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Национальный антитеррористический комитет отменил режим контртеррористической операции на всей территории Чеченской Республики, который действовал в регионе с конца 1999 года. Принятое решение было призвано обеспечить условия для дальнейшей нормализации обстановки в республике, восстановления и развития ее социально-экономической сферы. Отмена КТО породила в республике новый национальный праздник и открыла новые возможности дальнейшего экономического роста и социального развития региона. Из-за режима КТО, по словам президента Рамзана Кадырова, многочисленные бизнесмены в странах Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока и Азии, проявлявшие повышенный интерес к Чеченской Республике, были несколько насторожены и неохотно вкладывали инвестиции в ее экономику. К тому же, по его словам, инвестиционный приток сдерживался отсутствием в республике международных авиасообщений, а соответственно и собственной таможенной службы. Каждый чеченец и каждый россиянин будет гордиться этим, что закончилась контртеррористическая операция. Это значит, мы выиграли у терроризма, у ваххабизма, выиграли борьбу и навели конституционный порядок. У нас территории Чеченской Республики главенствует закон и будет главенствовать благодаря тем людям, которые сегодня хотят вкладывать в республику, сегодня хотят участвовать с нами. Это наши братья-мусульмане из арабского мира, это Европа, это Восток, Азия. Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможенный, а богатые люди всегда ищут безопасное место. С отменой режима КТО переговоры между Чеченской Республикой и Росавиацией перешли на новую стадию. Главный вопрос, который интересует последние месяцы жителей республики – получит ли Грозненский аэропорт международный статус? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, но работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта для соответствия необходимым требованиям ведутся уже не первый месяц. А как же иначе? Ведь международный статус дадут только если аэропорт будет соответствовать всем техническим и другим международным нормам. Параллельно с этим ведется реконструкция самого аэровокзала и прежде всего здания, где для пограничников и таможенников создаются условия для работы. Создание в республике таможенной службы также является решающим фактором открытия международных авиасообщений. Восстановление аэропорта Грозный завершено в октябре 2006 года. Уже в марте 2007 года совершен первый за последние 10 с лишним лет пассажирский рейс по маршруту Грозный-Москва.
Первоначально авиаперевозками из Грозного и обратно занималось унитарное предприятие «Войнах Авиа», в обязанности которого входит наземное обслуживание аэропорта. Авиарейсы на этот период совершались авиакомпаниями «Дагестанские авиалинии» и «Дон Авиа». Однако уже в июле 2007 года распоряжением правительства Чеченской Республики создается авиакомпания «Грозный Авиа». Ее учредителем выступает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. С июня 2008 года «Грозный Авиа» открывает регулярные рейсы в московский аэропорт Внуково. Придать аэропорту Грозный статус международного местные власти пытаются уже второй год, то есть с того самого момента, как из Москвы в нашу столицу был совершен первый пассажирский авиарейс. Спасибо вам большое. Это для нас очень хороший и приятный новость. Мы этого очень ждали десятки лет. Спасибо вам большое. Все это время мотивация отказа сменялись одна за другой, но с фактически одинаковой формулировкой. Неспокойная ситуация в Чеченской Республике, существование террористической угрозы. Даже забавно, зарубежных авиарейсов из Чечни не совершалось уже почти 10 лет, а иностранные наемники и террористы почему-то все же оказались в республике. Особенно странно формулировка безопасности выглядит на фоне сравнения криминогенной ситуации Чеченской Республики с ситуацией с соседним Дагестаном, например, откуда в последние месяцы приходит сообщение об активизации боевиков и очередном террористическом акте. А ведь, несмотря на это, из Махачкалы успешно летают самолеты в зарубежные страны. К слову, неутешительная оперативная обстановка из республик Северного Кавказа в последнее время приходит намного чаще, нежели из Чечни. И в эти моменты на ум приходит только одно разумное объяснение. Придание Грозненскому аэропорту статуса международного затягивается намеренно. Вопрос только в том, кому это больше нужно, или правильнее сказать, кому это выгоднее. Может, тем же соседям, которые не хотят отказываться от прибыли за перевозку чеченских клиентов или грузов, направляющихся в Чечню. Отдельные чиновники до сих пор открыто заявляют, что открытие Грозненской таможни и международных воздушных сообщений облегчат преступным группировкам в республике налаживание криминального бизнеса и затруднит противодействие этого со стороны федеральных структур. Почему-то в Дагестане, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии, где обстановка напряженнее, чем в Чеченской Республике, могут быть и таможни, и международные аэропорты, а у нас нет. По меньшей мере, это несправедливо. Но и здесь, забегая вперед, отметим, что в этом плане уже даны соответствующие поручения. На последнем заседании антитеррористической комиссии Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что аэропорт Грозный, впрочем, как и все остальные стратегически важные объекты, находится на постоянном контроле у федеральных и республиканских органов исполнительной власти. Элементарные вопросы надо сказать, что надо решать, когда вообще незначительные штуки, когда так вот посмотрите, мы можем сегодня-завтра их закрыть и решить вопрос. Когда. Вот там был у нас руководитель, господин Сатуев, когда вот все, что необходимо, все, что он говорил, решали, выделяли, а на самом деле ничего не делалось. Новый руководитель, который днем и ночью работает, который взял ответственность и подход правильный к делу. Решать аэропорт, это стратегически важную и необходимую для развития экономики республики, для жизни населения, если дороги, воздушные, транспортные, значит, в республике Елхарюк как раз. На протяжении последних 5 лет мы то и дело слышим, что Чеченская Республика является ненасытным донором Москвы, которая якобы пользуется ее дотациями. Но при этом желание республиканских властей прочно встать на ноги и иметь свою жизнеспособную экономику многими воспринимается как шаг к сепаратизму или экстремизму. В чем логика, остается загадкой. Бесспорно, что международный статус Грозненского аэропорта не решит всех проблем. Однако это будет способствовать развитию в регионе малого бизнеса. Чеченским челнокам, прибывающим с товаром из-за рубежа, не придется больше пересекать границы по дороге домой, пополняя бюджет соседних республик и, как следствие, карманы нечистых на руку милиционеров. Среди плюсов для республики можно также выделить вопрос ежегодных перевозок чеченских паломников в святые места Мекки. И актуальный на сегодняшний день для республики вопрос скорых перевозок стройматериалов из Европы и Турции. А если забежать вперед, в Чечне успешно могут раскрутиться всевозможные туристические фирмы. Данная ниша свободна аж с начала 90-х годов прошлого столетия. В совокупности
все это даст региону неплохое пополнение в местный бюджет. Вопрос придания международного статуса аэропорту Грозный с мертвой точки сдвинулся всего 4 месяца назад. Вопрос международного статуса решается в Москве. Месяц назад Рамзан Кадыров с соответствующим письмом обратился к главе государства Дмитрию Медведеву. А в самой республике с нетерпением ждут важного решения федеральных властей и тщательно к этому готовятся. На Медне Рамзан Кадыров встретился с председателем правительства Одессом Байсултановым, который доложил, что к 20 августа планируется завершить основную часть подготовительных работ для придания аэропорту международного статуса и открытия при нем таможенного поста. Вы дальше опережает документы. То есть, короче, в первую очередь, постановление правительства Российской Федерации о открытии таможенной поста Яции, услуг, опережает. Обосновательно, видишь, что поезды из федеральной Яшир, сега решение, в течение 3 недель поездовые хранились, они окончательные сроки. То есть основная работа будет закончена 15-20 августа для передачи и на аэропорт. И он полный пакет документов дает. والفرق ونساء سوقي ده ويربورت بوغ بتسلاقي حنسلا يوزني كده اوجع موجه تلا اونسلا داغستان يا كبرد البلقان يا مزدوك يا ابوخ حسن كانوا الصوم ده ما شو كده ده بيزنس كده صدق ده ويدونه تساكنش دون ساكس بتاع يحصل ناجو تكيش دور تاكي نيش لا كل شيء تاع كاتشاب ورد كده ما должны пробивать كده سواء تسار دون ويدو ابو تاع دون كده عن центр دور شيء برينتي президент страны но ел поручение كده страны Даял еще баб, еще чулт яцар или что-то, у них только дон честь, достоинство, совесть Божья. Кез духе, сундеровой, вот что вообще до претензий не было, как любой такой же, а я вот рад не лечи, хабер как чнахан доновой дон, сюда малейший дон, цена аэропорта, я вот что условия, аэропорт дикариш. Битва за международный статус Грозненского аэропорта, как уже было сказано в начале, идет с самого его открытия. До последнего времени, несмотря на ряд достигнутых договоренностей, пресловутые третьи силы самым активным способом пытались противостоять данному процессу. Но, как говорится, надежда умирает последней, и хочется верить, что уже в ближайшие дни из Грозного будут открыты сообщения в самые разные уголки мира, а Чеченская Республика наконец наладит внешнеторгово-экономические связи. Планируется, что в этом случае основными направлениями для зарубежных полетов станут страны, где проживает наибольшее количество выходцев из Чеченской Республики. Ожидается, что первый международный авиарейс будет совершен в одну из арабских стран. История Чеченской Республики – это в значительной степени история нашего общества, которая парадоксальным образом до сих пор остается малоизученной. Именно поэтому эта рубрика задумана как обзор ключевых событий нашей истории, определяющих ее дальнейшее развитие. Сверимся по времени и проинспектируем эти события в чеченской истории. Итак, хронология памятных дат августа в зеркале времени в нашей постоянной рубрике «Хронограф-инфо». В августе 1854 года наиб Шамиля Мухаммед Эмин Чеченский, возглавлявший борьбу западных горцев, отказался поддержать турецкие войска в войне против России. Мухаммед Эмин Закубанский, один из руководителей антиколониального движения горцев Западного Кавказа, был по происхождению чеченцем из Теппа Милардо и являлся наибом Шамиля с 1848 года. С детства под именем Мухаммеда Асиялова воспитывался у аварских мул. В 18 лет стал мюридом, заслужил доверие Шамилям, который присвоил ему имя Амин, и в 1848 году направил в качестве наиба на Западный Кавказ. Опираясь на местное духовенство, Мухаммед Эмин пытался сплотить горцев для борьбы с царизмом. Женитьбой на дочери тимиргоевского князя Болотка Мухаммед Эмин хотел сблизиться с местной феодальной знатью. В ноябре 1859 года, через 3 месяца после капитуляции Шамиля, Мухаммед Эмин также сдался властям. Получив от царя ежегодную пенсию в 3000 рублей, вскоре выехал в Турцию, где и умер. 16 августа 1865 года из Владикавказа выступила последняя партия чеченских переселенцев в Турцию. Первая партия, спровоцированная царскими агентами, к идее переселения в единоверную Турцию отправилась еще в апреле того же года. Возможность такого выселения начальство рассматривало уже с 1863 года, сразу же после Кавказской войны. С подачи властей организатором переселения выступил Осетин Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В
течение нескольких лет было переселено около 5000 чеченских семей. В сентябре 1868 года, после долгих лишений и мытарств, обманутые переселенцы предпринимают отчаянную попытку пересечь границу и вернуться на историческую родину. Однако восстание было жестоко подавлено османской армией. Карьера Жекундухова в Турции сложилась весьма удачно, чего нельзя сказать о людях, которых он подтолкнул к переселению. 13 августа 1875 года состоялось открытие движения на линии Ростова-Владикавказской железной дороги. Этот день стал первым железнодорожным проектом в крае. Позже, 24 мая 1891 года, общество Владикавказской железной дороги получило разрешение на строительство Петровской линии от станции Беслан, что рядом с Владикавказом, через Грозный до Петровска. Эта линия протяженностью 250 верст сдана в постоянную эксплуатацию 1 января 1894 года, и 17 мая этого же года открыто постоянное движение по железной дороге Петровско-Бакинской ветки. Одновременно с Петровской линией была построена Минераловодская ветвь длиной 60 верст, соединившая курорты Кисловодска и Сентуков и Пятигорска с главной линией Владикавказской дороги. С приходом в 1894 году железной дороги в Кисловодск началось интенсивное развитие кавказских курортов. В августе 1908 года вышел в свет первый чеченский букварь чеченского языка на основе русской графики под редакцией Таштемира Эльдерханова. Эльдерханов, чеченский просветитель и депутат, родился 1 апреля 1807 года в селении Гихим в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны Таштемир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в Краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 7 ноября 1917 года восставший пролетариат под руководством большевистской партии сверг буржуазное временное правительство. Весть о победе Октябрьской революции в Грозный пришла уже 8 ноября. Вскоре в Чечне установилась и советская власть. Однако уже к лету 1918 года на территории Терской республики развернулись бои между частями Красной армии и многочисленными прекрасно вооруженными войсками контрреволюции. Летом 1918 года вспыхнуло антисоветское восстание терских казаков, возглавленное Георгием Бечераховым. 11 августа этого же года начались 100-дневные бои в городе Грозном. Город был окружен бечераховцами с 3 сторон, и лишь 4-й южно имел связь с Чечней. 12 ноября этого же года части Сунжинской Терской Советской Республики деблокировали город, в результате чего и завершилась 100-дневная оборона Грозного. В обороне города приняли участие и чеченские отряды во главе с мюридом революции Асламбеком Шариповым. В начале августа 1920 года в горах Чеченной Ингушетии и Дагестана под лозунгом свержения советской власти вспыхнуло всеобщее вооруженное восстание. Восстание возглавил имам Нажмудин Гацинский. Одним из его ближайших сообщников стал приехавший из Турции внук имама Шабеля Саидбек, состоявший на французской службе. В весне 1921 года число повстанцев превышало 10 тысяч. Войска терско-дагестанской группы подавить мятеж не смогли. Восстание продолжалось ровно год, до сентября 1921 года, и было подавлено регулярными частями Красной армии. Так, с апреля 1921 года к операции подключились части отдельной Кавказской армии. Они перекрыли плотным кордоном перевалы и горные тропы, по которым с грузинской стороны мюридом Гацинского доставлялись боеприпасы и вооружение. Таким способом удалось добиться того, что в течение лета 1921 года крупные формирования мятежников из-за отсутствия снабжением распались.
31 июля и 1 августа 1937 года по спискам НКВД по всем аулам и районам Чечни проведена так называемая генеральная операция по изъятию антисоветского элемента. Ликвидацией буржуазно-национального клуба в Чечено-Ингушетии занимается заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятов отдает приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, являющихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ Шкирятова распространялся и на всех чеченцев и ингушей от председателя правительства до председателя сельсовета. Всего в июльскую ночь в ходе операции по республике было арестовано до 14 тысяч человек, то есть около 3% общего населения республики. На всех был подписан один прокурорский ордер на арест, на всех был один заочный суд, чрезвычайная тройка Чечено-Ингушского НКВД, которая и осудила всех по спискам, одних к расстрелу, других в концлагерь. Определить точное число жертв массовых расстрелов до сих пор не представляется возможным. К августу 1943 года фашистские войска уже разгромлены под Сталинградом, изгнаны из Африки, отброшены на Курской дуге. В этой атмосфере неминуемой гибели немецкое командование забрасывает на территорию Чечено-Ингушской республики 3 группы парашютистов в количестве 20 человек. Группы были экипированы в форму солдат Красной Армии и имели задание взрывать в тылу мосты, дезорганизовать снабжение, формировать повстанческие банды. Диверсанты также получили задание поднять в горных районах республики массовое вооруженное восстание и провести одну из наиболее масштабных диверсионных акций на нефтяных месторождениях и нефтеочистительных заводах в городах Майкоп и Грозный. Однако планам немецкого командования не суждено было сбыться. Буквально через несколько дней после десантирования при активном содействии местного населения десант был уничтожен. 1 августа 1994 года Верховный Совет Чеченской Республики заявил о возможности заключения договора о разграничении полномочий с федеральными властями и о предстоящем рассмотрении пакета документов о будущей организации власти в республике. На этот период еще оставалась слабая надежда на мирное разрешение конфликта. Однако уже 2 августа глава Временного Совета Автурханов обратился к президенту России с просьбой считать Временный Совет единственным законным органом власти республики и оказать ему поддержку. Одной из основных своих задач Временный Совет объявил подготовку и проведение выборов и формирование правительства национального возрождения. Джохар Дудаев назвал Автурханова предателем Родины, а 11 августа ввел в Чечне военное положение и объявил мобилизацию. События августа 1994 года и стали предтечей и практически началом военного конфликта в Чеченской республике. Тоска по далекой, почти забытой родине сильно угнетала его. С 3 лет, не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне «Чеченец, родина бывает только одна». Свои художественные полотна он подписывал так: «Чеченец из Дады-Юрта». Его аул, в назидание всей остальной незамеренной Чечни, в 1819 году был уничтожен царскими войсками. Облитого кровью 3-летнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили генералу Ермолову. Маленького пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку станицы Бороздиновской Захару Недоносову. Имя казака и послужило основой для его фамилии. Чеченец стал Петром Захаровым. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе знаменитого художника-чеченца Петра Захарова. Петр Захаров. Немногие современников догадываются, что лермонтовский Мцыри – один из самых ярких и любимых персонажей отечественной классики по национальности чеченец. Для Белинского он – пленный мальчик-черкес. Черкесами тогда часто называли всех горцев. У Шевырева – чеченец, запертый в келью монаха. Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об этом определенно не говорит, но по ряду деталей можно все-таки судить и о национальной принадлежности героя. Вспомним сцену поединка с барсом и слова Мцыри. «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков». Все это замечательно перекликается со строками Илли, чеченской героической песни «Мы родились той ночью, когда щенилась волчица, а имя дали утром, под барса рев заревой».
Прообраз героя поэмы Михаила Лермонтова «Цири» чеченский мальчик, воспитанный в России и ставший в XIX веке первым и единственным профессиональным художником из чеченцев, Петр Захаров родился в 1816 году в чеченском селении Дади-Юрт и во времена Первой Кавказской войны был вывезен из сожженного ермоловскими войсками селения. Его аул, назидание всей остальной незамеренной Чечни, в 1819 году был уничтожен царскими войсками. Упоминание об этой масштабной карательной операции имеется в записках Ермолова. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из женщин бросались на солдат. Селение состояло из 200 домов. 14 сентября разорено до основания. Облитого кровью трехлетнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, который захватил мальчика с собой в штаб-квартиру корпуса. Об этом потом в поэме «Мцири» и упомянул Лермонтов. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет 6. Первоначально автор избрал эпиграфом к поэме французское изречение «Родина бывает только одна», но впоследствии заменил его строкой из Библии. Именно так «Родина бывает только одна» и подписывал, уже будучи известным художником и академиком, Петр Захаров свои художественные полотна. Тогда, в 1819-м, маленького пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку станицы Бороздинской Захару Медоносову, находившемуся при хозяйстве командующего. Позже к казаку попадает и другой сирота, мальчик Лезгин. Имя казака и послужило основой для фамилии двух маленьких пленников. Чеченец стал Петром Захаровым, Лезгин – Павлом Захаровым. До 1823 года Петр находился у Захара Недоносова. Затем его отдали на воспитание двоюродному брату Ермолова Петру Николаевичу, который находился в Грузии и командовал 3-й бригадой 21-й пехотной дивизии. Известно, что в Москве в фонде генерала Ермолова в Центральном государственном архиве в деле номер 182 находится 17 писем, написанных Петром Захаровичем Захаровым. Там же находится и свидетельство за номером 361-30, выданное 25 августа 1823 года в городе Тифлисе командиром Кавказского корпуса генералом Ермоловым о передаче чеченского мальчика, взятого 3 лет от роду в плен в ауле Дадан-Юрт, вариация Дади-Юрт, 17 сентября 1819 года на воспитание генералу Петру Ермолову. Несмотря на то, что у Петра Ермолова было 7 своих детей, он с большой любовью заботился о приемном сыне и сделал все, что мог для хорошего воспитания и образования юного чеченца. Вскоре Петр Ермолов по состоянию здоровья уходит из армии и поселяется в Москве. У Петра рано проявилось влечение к рисованию. Как отмечал приемный отец в письме к своей матери, мальчик, кроме обучения грамоте, рисует все, что попадется под руку. Видимо, будет художник и неплохой. Более 6 лет воспитанника Ермолова обучал на дому портретист Волков. В 1833 году мальчика зачисляют посторонним учеником Петербургской академии художеств. Согласно уставу академии, одаренные дети крепостных крестьян и представители национальных меньшинств зачислялись посторонними учениками. Значительные успехи в учебе уже на 1-м году обучения чеченец был принят на содержание обществом поощрения художников. Его преподавателями были известные русские живописцы, в том числе и знаменитый Карл Брюлов. К этому времени относится и первый юношеский автопортрет Захарова. Молодой художник активно участвует в выставках и получает денежные премии и серебряные медали. В 1835 году за работу «Старуха, гадающая на картах» он поощряется серебряной медалью, а на художественной выставке 1836 года получает высокую оценку критики. 10 августа 1936 года ему выдается аттестат об окончании академии и право почетного потомственного гражданина. С 20 лет Петр Захаров, уже признанный художник, много пишет, выполняя заказы и по собственному выбору становится модным портретистом. Его кисти принадлежит знаменитый портрет Михаила Лермонтова, с которыми они приятельствовали. Известны его работы портрет писателя-историка Муравьева, детей Петра Ермолова, императора Павла I, выполненные по просьбе Петра Ермолова и другие. В 1842 году он получает заказ от Академии художеств на портрет генерала Ермолова, за который в августе следующего года получает звание академика. В том же году он пишет свой знаменитый автопортрет в бурке с ружьем. Все свои картины Захаров подписывает чеченец из Дади-Юрта. Среди его работ также и портрет писателя Муравьева, который хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а портреты поэта Михаила Лермонтова и генерала Ермолова входят в экспозицию Государственного русского музея. Несколько полотен Захарова-чеченца до недавнего времени были представлены и в Грузинском художественном музее. В их числе 2 его лучших полотна – автопортрет
портрет и портрет Ладыженского. К сожалению, в декабре 1994 года музей в Грозном был разрушен. Как и другие экспонаты, полотна Захарова-чеченца сильно пострадали. Однако их, в числе других картин, удалось эвакуировать в Москву. В реставрационном центре имени академика Грабаря в течение уже нескольких лет идет работа по восстановлению картин Грозненского музея, в том числе и работ Петра Захарова. Тоска по далекой и почти забытой родине сильно угнетала художника. С 3 лет, не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: «Чеченец, родина бывает только одна». Одно из писем Петра Захарова, написанное 11 февраля 1842 года генералу Ермолову, даже в сокращенном варианте дает представление о его, судя по всему, одинокой вне семьи жизни. «Ваше превосходительство, милостливейший государь и добрейший мой благодетель Петр Николаевич, драгоценное для меня письмо ваше я получил от 19 января. За упрямство свое перед вами я много наказан. Первое то, что много перенес болезней. Потом, прошедшее лето, меня обокрали почти начисто, а именно шубу, платье, даже чужую мантилью бархатную, взятую для модели портрета, за которой при окончании не смел требовать ничего. Как добрейший мой благодетель, бесчастному везде бесчастно, что я решил попытать счастья в Москве». Императорская академия художеств в свое время направила Захарова и на учебу в Италию для дальнейшего совершенствования мастерства. Однако эта поездка не состоялась. Царь Николай I вычеркнул Захарова из списка. Между тем, стажировка в Италии была бы полезна Захарову и для творческого роста, и для поддержания здоровья. Он с детства страдал чахоткой. На протяжении всей жизни Петра Захаровича преследовала болезнь легких, которая усугублялась нездоровым климатом Петербурга. Умер Петр Захаров очень рано, в 1846 году, в самом расцвете творческих сил и таланта. О его месте в русском обществе живописцев можно судить по высказыванию Брюлова, который считал его вторым после себя портретистом России. Сегодня мы очень мало знаем о знаменитом земляке, однако интерес к его личности и творчеству растет с каждым днем. Сейчас мы можем назвать около 100 подписанных произведений Захарова, тогда как буквально лет 20 назад их насчитывалось едва ли 30. Наверное, не случайно и то, что буквально несколько лет назад Сергеем Тарасовым и Магомедом Бахаевым написана киноповесть «Захар из чеченцев». Эта повесть – рассказ о дружбе замечательного русского художника, чеченца Петра Захарова и великого русского поэта Михаила Лермонтова. В работе над киноповестью авторы использовали материалы произведений Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Мугуева и Шабаньянца. Противоречия и сложная история республики, прослеженная авторами киноповести через странно переплетенные судьбы этих ярких представителей двух народов, дает возможность ответить на вопрос, что объединяло и объединяет две родины великого чеченца. Известно, что в 2006 году Госкино Российской Федерации даже включило в свой творческий план создание художественного фильма по этой киноповести, но, кажется, дело на этом застопорилось и затерялось в чиновничьих кабинетах. Тем не менее, радует, что мы в общих чертах все-таки уже знаем о жизни и творчестве первого профессионального художника из чеченцев, академике Захарове. Можно надеяться, что со временем его замечательные труды и его необыкновенная судьба получат достойное отражение в истории не только Чеченской Республики, но и отечественного искусства. Ну что ж, у нас на этом все. Мы встретимся с вами ровно через неделю. С вами был Вален Гинаев. Смотрите Чечен.Инфо. До встречи.